Всем привет! Я вижу, что трансляция на Фейсбуке сейчас уже началась, и мы можем начать наш прямой эфир. Мы продолжаем обсуждать ситуацию в Кыргызстане, сложившуюся с массовым арестом активистов, лидеров оппозиции, журналистов. На текущий момент задержано, насколько я понимаю, 23 человека уже. И, как мы понимаем, задержания эти продолжаются. То есть сегодня был взят под стражу Марат Баязов, это тоже гражданский активист, который, в общем-то, даже не участвовал в этой встрече комитета по защите Кемпирабада. По-моему, его фамилии не было там в списке членов этого комитета. Может быть, и был, но не знаю точно. Сейчас будем это уточнять тоже в ходе нашего эфира. В общем, такие новости на сегодняшний день, что вот он задержан, был помещен в изолятор временного содержания, будет определяться мера пресечения в ближайшие 48 часов в отношении него. Еще из новостей сегодняшнего дня – это, конечно же, блокировка сайта «Радио Затык», которая тоже вызвалась на текущий момент какой-то вполне ожидаемый и серьезный резонанс. И вот у нас в гостях активистка Касиет Мамырбай, гражданская активистка, участница реакции 5.0. Это марш, который прошел в минувший понедельник в Бишкеке. И по совместительству дочь нашей сотрудницы телеканала Next TV, ведущей телеканала Next TV Риты Карасартовой, которая тоже сейчас находится в изоляторе временного, не в СИЗО-1. Ей уже избрали меру пресечения, как и остальным задержанным. На 2 месяца она взята под арест. Не могу сказать добрый вечер, Касиет. Просто скажу здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Ну, первый вопрос, конечно, связанный с вашей мамой. Вы виделись с ней, как она себя чувствует, что вы можете рассказать? С ней видеться не разрешают. Нужно специальное разрешение следователя, но, скорее всего, его не дадут. И абсолютно всем родственникам и близким не дают встретиться с политзаключенными. Но сегодня я поговорила с адвокатом, все у нее хорошо. Она уже начала там консультации свои правовые. В общем, говорит, боевой дух классный, продолжайте отстаивать наши земли. Передает всем привет. Вот. Да, еще раз напомню, что задержаны были члены комитета по защите Кемпирабада. То есть это люди, которых не удовлетворили объяснения властей, связанные с передачей Кемпирабадского водохранилища Узбекистану, которые не согласились с этим решением властей и которые защищают кыргызскую землю. В Кыргызстане так, в общем-то, заведено уже давно. Я напомню события 2002 года, аксийские события, которые стали первой ласточкой борьбы гражданского общества, жителей Кыргызстана за свои земли. Тогда, напомню, отдавали Китаю Узенгукуш, ледники, находящиеся на границе с Китаем, которые мы потеряли в итоге. И тогда аксийские события переросли в кровопролитие. Первое кровопролитие политическое в истории Кыргызстана, а потом послужили толчком к мартовской революции, триггером мартовской революции, собственно говоря. В аксийских событиях все же началось после задержания Азимбека Бекназарова. Сейчас его тоже задержали. Сейчас его тоже задержали. Сын под арестом. То есть это в целом просто политические репрессии, мне кажется, мы можем о таком говорить. Каждый раз Вы поддерживаете связь с родственниками других арестованных, с членами этого комитета, которые на свободе? Какие новости сейчас есть у вас? Да, мы в целом связались со всеми родственниками, близкими, друзьями, и по последним новостям, которые, да, тоже от родственников услышали, что в доме у Мамбет-Джунуса Абылова сейчас проходит обыск, но его самого дома нету. Жена как в панике звонит всем, говорит, вот, проходит обыск, я не знаю, что делать, но его самого дома нету. Вот. Это экс-посол, как я поняла, Турции, экс-посол Кыргызстана в Турции. Вот. Да, он тоже был членом комитета. Его фамилия тоже была в списке, по-моему.
Да, он был членом комитета, и он очень активно высказывался в защиту Кемпирабада, приводил какие-то факты, именно картографические какие-то. Даже задавались вопросом, почему он не проходит как бы обыск, когда у всех в воскресенье. И вот, видимо, его час настал сегодня. Я так понимаю, что, возможно, это будет не последнее задержание, что кого-то еще будут задерживать в связи с этим. Да, да, есть ряд политиков, ну, имена которых уже записаны там, кого должны посадить. В этих списках, наверное, все знают, что есть Теликмат. Сейчас непонятно, во время задержания он был в Вильнюсе, сейчас непонятно, где он. То есть Теликмат Курьянов. его Facebook взломали. И да, сейчас непонятно, он либо в Кыргызстане, либо где-нибудь за границей, потому что вот митинг не прошел. Да, он делал обращение, я напомню, он делал обращение, по-моему, в понедельник или в воскресенье о том, что состоится митинг в среду, то есть сегодня, и что он приедет на этот митинг. Да, да, мы как раз связывались, когда всех задержали, то есть в воскресенье вечером мы с ним держали связь, переписывались, я спрашивала о митинге, да, что вообще, какого масштаба. Он говорил, что он сейчас за границей, приедет, все будет, как бы, все будет. Но что-то нету, и информации тоже по нему нету, но какие-то... Я как заметила, он основные свои посты делает через видеообращения, но последние посты его только текстовые, очень много текстовых сообщений, скорее всего, его Facebook взломали. Но это не точно. Вот, близкие его друзья не могут с ним выйти в контакт, мы ему звонили, там сбрасывают трубку все время. Я напомню, кстати, что Теликмат Курьянов совсем недавно освободился, он вышел из заключения, он отсидел год, и тоже его дело, его приговор был связан вот с обвинениями в его адрес о попытках там массовых беспорядков, свержения власти, что-то такое. Ну, то есть типичная ключевая политическая статья, которой пользуются власти, чтобы избавляться от неугодных в Кыргызстане. То же самое сейчас происходит с Адилетом Балтабаем. Ну, кстати говоря, я должен обязательно сказать о том, что еще об одном событии, которое произошло сегодня. Освободили под домашний арест блогера Ирыса Джекшеналиева, 19-летнего блогера. Освободили в тот момент, когда всех арестовали. Ну, вот вы, Кассиет, как к этому относитесь? Ну, кроме радости, вполне ожидаемых, что да, классно, что он вышел на свободу. Не, ну на самом деле тяжело сказать, что он вышел на свободу, его отпустили под домашний арест. Но даже этому благодарна, потому что 19 лет – это молодой парень. Он уже во время заключения сказал, что я готов сидеть тихо, я буду учиться, пожалуйста, отпустите меня, но все же получается, что больше обида властей на мальчика, который высказывает какое-то мнение, которое важно. Могу заметить, что его дело было тоже связано с месторождением, тоже с отдачей земель в целом. Месторождение Джитимто. О переработке. Что? Месторождение Джитимто. Да, месторождение Джитимто, да, забыла название. То есть тоже по поводу земель. В целом все то, что делает государство, отдает земли, начинает переработку, и какое-то отличное от него мнение уже не воспринимается, а наоборот как-то подавляется. И мне кажется, это попытка властей как-то заткнуть рты, но у них это плохо получается, потому что люди начинают злиться, и как-то вот эта активность повышается. Но то, что Ирыса Джекшеналиева отпустили под домашний арест, меня очень обрадовало в эти смутные времена. Ну, у меня лично сложилось такое впечатление, что они вот закрыли 23 человека, вот, в том числе 71-летнюю пожилую женщину, да, вот, Асию Сасыкбаеву, которой 71 год, она прекрасно выглядит, никто не думал, да, что ей столько уже. Вот, и тут отпустили 19-летнего блогера, тоже все время подчеркивали его возраст, что это такой вот способ чуть-чуть приспустить пар у гражданского общества.
Мгм. Ну, это всегда, это стандартная практика у государства. То есть если какая-то очень обсуждаемая тема, которую власть хочет, чтобы ее не обсуждали, они всегда выкидывают какие-то резонансные темы. Например, мы можем говорить, ну, самый яркий способ отвести тему — это было видео с женщиной. Помните, как она с большими шинами, что ее избивают? Да, это Да. видео было еще за 3 года до этого, то есть оно было, и его как бы опять же вывели, да, когда, наверное, если сейчас вспомнить, тогда отводили тему от Омирбека Бабанова, по-моему, если не Мгм, ошибаюсь. мгм. То есть всегда власти используют вот такие инструменты. Одну хорошую новость пускают, одну плохую, либо еще хуже, какую-то резонансную, которая у всех на слуху, как и женское насилие, там, детское насилие, да, и эм, общество переключается на эту тему, потому что политические темы, они немного не поняты, и особо люди не хотят вмешиваться в эти процессы. Ну вот сегодня еще одна новость, которая тоже оттянула на себя общественное внимание, но она не хорошая. Это блокировка сайта «Затык». Мгм. А как в гражданском обществе к этому относятся? Что вы видите в социальных сетях? Как вы сами, что вы сами думаете на этот счет? Ну, в целом этот закон был принят с ужасными нарушениями. Мы еще выходили 3 раза на митинг против закона Гульзата Асылбаевой, да, то есть это продолжение этого закона, просто немного переделанное. В целом, я могу сказать, что это пакет Яровой. А, СМИ закрывают, как бы все неугодные для государства СМИ закрывают, но единственный вопрос, да, когда эти политики же начинают, то есть они забывают, что когда-то они сами обращались в такие свободные СМИ, как Азаттык, когда их, да, угнетали, когда их поддавали вот таким арестам. А, Всегда, когда начинаются гонения на СМИ, мы можем считать как начало конца этой власти. Это всегда так начинается, потом это перерастает в какие-то волнения. Так что я могу сказать, что лучше бы какие-то властимущие начали диалог выстраивать, спрашивать, почему негодуют, давайте открыто выступать, но вместо этого они просто всех блокируют. Никогда это к хорошему не приводило. Ну вот Вот. смотрите, Кассиет, Садыр Джапаров сам говорит, что я пытался выстроить диалог, вот он сделал обращение. Я ездил туда в Узген, встречался там 5 или сколько часов, сидел с населением, все кивали мне головой, все со мной соглашались, потом все вышли и опять свою песню запели. Я здесь, в Бишкеке, встречался, в том числе и Рита Карасартова там была, с активистами, все, с политиками, активистами, все им объяснял. Все кивали головой, потом вышли, и опять та же песня, да, вышла Рита Карасартова и 40 минут рассказывала, как власть пытается обмануть с Кемпирабадом. То есть власть пытается вроде бы устроить диалог с обществом, да, ну там забирают камеры, забирают сотовые телефоны, но тем не менее пытаются как-то общаться. Почему это не помогает? Здесь очень все ясно. Единственное требование, не то чтобы единственное, да, одно из требований и очень важных требований — это делать все открыто. То есть выставлять протокол открыто, открыто обсуждать разделение, делимитацию и демаркацию границ, да. Но этого не делается, все на словах. Садыр Джапаров давал очень большое интервью о том, что мы будем водой пользоваться 50/50, что это и так была их земля, мы как бы просто даже вот это непонятно, что в 69 году она принадлежала Узбекистану, и мы им отдаем. То есть мы, получается, узбекские земли, опять же, отдаем им. То есть даже их слова, они немного не поддаются логике. И мы просто говорим, хорошо, если действительно так есть, если мы разделяем 50/50 эту воду и земли, да, вокруг этой воды, то давайте соглашение, давайте прочитаем. Но они не дают даже прочитать это соглашение, и вплоть до снятия, да, с этой должности Айдарбекова. То есть он говорит, хорошо, я подпишу, если вы дадите документы, но и этого не происходит.
о чем можно говорить, когда слова не соотносятся с действиями. Мы просто говорим: хорошо, мы вам верим, только давайте соглашение. Мы его прочитаем, посмотрим, обсудим и придем к какому-то общему решению, да, такому народному. Но нет, всех садят, всех как бы угнетают, можно сказать. И я скажу, значит, там есть правда. Значит, то, что говорят эти активисты, то, что говорит Азаттык, то, что вещает Азаттык, там есть правда. И правды боятся сейчас. И мы сегодня столкнулись, Кассиет, с такой ситуацией, что мы начали звать гостей на этот эфир, чтобы обсудить ситуацию с массовыми арестами, с передачей Кемпирабадского водохранилища. И мы столкнулись с тем, что достаточно сильные и уважаемые люди, которые достаточно бесстрашные, испугались выходить в эфир и испугались обсуждать эту тему. Ну, то есть все боятся арестов. Мгм. Насколько я знаю. Ну вот Адахан Мадумаров дал интервью Апрелю вчера. Оно тоже достаточно резонансное было, очень большое количество просмотров. Сегодня Адахана Мадумарова мочили в Джигурку-Кенеше, но он продолжает говорить что-то. Остальные голоса как-то попритихли, а то и вовсе замолчали. Что будет с гражданским обществом? Неужели как бы общество все-таки этот террор возымел свое действие? Да, можно говорить о том, что общество немного деморализовано, потому что, ну, самых ярких активистов посадили, да, то есть даже если мы хотим к кому-то обратиться, мы находим его в списке заключенных. Все боятся, потому что эти все задержания проходили под ужасными нарушениями закона. Если бы это было в правовом поле, мы бы еще понимали, да, хорошо, наверное, есть доказательства примерно, но этого не происходит. Даже судебные заседания проходили ужасно. Следователи не могли сказать, почему человека вообще привлекают по этой статье, если доказательства, э, если там акты задержания и акты предъявления обвинения, даже элементарно этих документов нету, потому что просто не успели правоохранительные органы подготовиться, да, просто был какой-то звонок сверху, что нужно всех ловить. Вот это случилось. Конечно, все обеспокоены, все боятся, потому что даже закон не работает. Хотя Садыр Джапаров сам говорил, что вот есть Конституция, которую он сам написал, сам продвинул, и в этой Конституции также написано, что каждый имеет право на свободу собраний, да, волеизъявления, но на практике этого не происходит. Всех просто, грубо говоря, мочат за их мнение, отличное от мнения государства, да, власть имущих. Вот сейчас многие из задержанных – это достаточно как бы небогатые люди. Вот, у кого-то семьи, которые они кормили за счет того, что работали, сейчас они задержаны, и как бы ну, все эти люди оказались сейчас в крайне тяжелом положении, а при этом им нужно нанимать адвокатов, как-то обеспечивать свою защиту. Кстати говоря, я здесь хочу отметить, что очень интересный момент, что Министерство юстиции, как только начались массовые аресты, примерно спустя час после этой новости, Министерство юстиции опубликовало список список горячих телефонов, по которым можно получить бесплатную юридическую помощь. И это, ну, мне это это было здорово, что государственный орган пошел вот так навстречу, да, и начал так реагировать на эту ситуацию. Это очень интересное такое наблюдение. Но, тем не менее, бесплатный адвокат, мы понимаем, что это такое. Адвокат, которого предоставляет государство, что это далеко не всегда человек, который обеспечит полноценную юридическую защиту, тем более в такой ситуации, когда есть политическая мотивация. Сейчас насколько я знаю, идет какой-то сбор помощи, какая-то поддержка оказывается вот семьям политических узников и им самим. Да, мы начали сбор, то есть после того, как всех уже задержали, мы начали сбор денег. Во-первых, изначальная мотивация была продолжить работу комитета по защите Кемпирабада, то есть это
пресс-конференции, да, оплата каких-то пресс-конференций, работы, не знаю, каких-то, может быть, дизайнеров. Но потом мы начали получать информацию о том, что, например, задержан единственный кормилец семьи, да, как бы родная мать болеет, они живут на съемной квартире, есть ребенок, есть жена, и он как бы единственный, кто в целом добывает пищу домой. Туда мы уже отправили 9000 сом. Еще были семьи, у которых, например, 2 детей и отца, да, задержали. И таких семей в целом 5-6, которые на самом деле очень сильно нуждаются, и мы сейчас пытаемся им помочь, также найти адвокатов, быть с ними на связи, в целом спрашивать, как они себя чувствуют, что им нужно, и вот опубликовываем, у кого есть хоть какая-то аудитория в соцсетях, опубликовываем, чтобы это было больше узнаваемо и чтобы помощи поступало больше. Но пока мы эти счета не очень сильно шерим, потому что понимаем, что ну, отношение к этим сборам будет не такое хорошее, да. У нас неоднозначная в целом реакция на эти задержания. Вот из-за этого пытаемся собирать через свой круг, через своих знакомых. И вот комитет продолжает работу. Завтра будет у нас пресс-конференция насчет этого с семьями политзаключенных и адвокатами. Вот. А вот по поводу такой моральной поддержки, то есть мы же понимаем, что, я даже смотрю по просмотрам, что очень большое количество кыргызстанцев крайне сильно заинтересованы этой темой, вовлечены в эту тему, в обсуждение этой темы, в просмотры. Я вижу, что тема Кемпирабада, она всегда набирает на порядок больше там просмотров, каких-то реакций аудитории. Сейчас, после того, как были арестованы, прошли эти массовые аресты, вы ощущаете какой-то вакуум вокруг себя, что люди боятся с вами общаться? Или же наоборот, вы ощущаете какую-то сильную моральную поддержку? Вы как дочь политической узницы. Ну, как сказать, поддержку, неимоверную поддержку я получаю от всех, от старых коллег, от учеников, от родственников, но вот эта апатия, я также чувствую апатию, потому что даже какие-то очень ярые активисты, которые всегда высказывали мнение, они как-то притихли немножко, да, они стараются обогнуть очень острые моменты касаемо Кемпирабада, да, они в целом высказывают позицию о том, что вода очень важный источник, да, что это богатство, но как-то четко выражать свою позицию, что мы там не должны отдавать, да, что это земля наша. Раскройте протоколы, такого не наблюдается, как это было, например, даже 2 месяца назад, да, точнее месяц назад. То есть сейчас это все подпритихло, это поддержка больше такая личная, чем тебе помочь, нужны ли там финансы, нужно ли платить адвоката. Но вот открыто выражать свою позицию о том, что мы там продолжим, не то, что продолжим дело, да, а как бы говорить о Кемпирабаде как об объекте Кыргызстана уже все как-то умолчали. Но, тем не менее, очень здорово, что люди не отворачиваются, что люди не обходят стороной, как это могло бы быть, да, могло бы произойти. Как это бывало там в 1937 году, когда были репрессии, и люди оказывались буквально в изоляции, да, чьих родственников там посадили по политическим мотивам. И это очень здорово, что есть такая поддержка. Мы вам желаем выдержки, Кассиет, желаем, чтобы ваши руки не опускались, чтобы вы продолжали сохранять такую активную гражданскую позицию, бороться за то, чтобы в Кыргызстане сохранились свободы, чтобы Кыргызстан сохранил свою целостность, независимость, и чтобы Кыргызстан оставался такой же прекрасной страной, какую мы любим. А сейчас мы будем разговаривать с другим гостем. Еще раз всего доброго, Кассиет. Желаем вам удачи. До свидания. У нас в гостях Урмат Джаныбаев, тоже гражданский активист.
Сейчас я думаю, что мы с ним свяжемся. Пока я расскажу, сейчас он подключится, наши режиссеры его подключат, а я расскажу по текущей ситуации. Итак, мы узнали о том, что Турмат появляется. От Кассиет мы узнали, что сейчас в настоящее время проходит обыск в квартире Мамеджунуса Абылова. Это тоже член комитета по защите Кемпирабада. Об этом еще не было известно до начала эфира. И не исключено, что он также будет задержан. Урмат, здравствуйте. Рады вас видеть, слышать. Добрый вечер. Да, мы вот сейчас обсуждали с Кассиет, это дочь Риты Карасартовой, арестованной, тоже политической узницы. Обсуждали, что проходит обыск в квартире Мамеджунуса Абылова и что сегодня был задержан еще один активист, это Марат Баязов. Он не был на том заседании комитета по защите Кемпирабада, но он тоже проходит как, по некоторым данным, он проходит как соучастник в следственных органах, как соучастник этого как бы преступления, да, то, что мы говорим, то, что им пытаются вменить, да, там захваты власти вооруженные и так далее. Вот, Урмат, добрый вечер. Расскажите ваши ощущения, да, что вы думаете по поводу происходящего, как может развиваться ситуация? Ну, честно говоря, по поводу Абылова я вот только от вас услышал сейчас. Насчет сегодняшнего еще одного задержания Марата я тоже слышал до этого. Честно говоря, я, мягко говоря, шокирован такой, в кавычках, продуктивностью нашей власти по части преследования своих оппонентов. Ну, я прослушал все эти аудиозаписи, записанные, видимо, посланным человеком, сотрудником, либо прослушка была уже до этого установлена. В общем, в принципе, ничего такого прям криминального в этих записях я не услышал. Там скорее вот именно представители комитета говорили о том, что для того, чтобы достучаться до власти, нужно, чтобы митинги имели массовый характер. Но это вполне нормальное явление, потому что мы прекрасно знаем, что когда митинги носят такой достаточно массовый характер, то, как правило, власть на эти митинги, на просьбу людей не реагирует. Как только митинги приобретают более масштабный характер, соответственно, власть вынуждена реагировать. И я считаю, что участники этой встречи именно планировали привлечь внимание власти, общественности к этому вопросу, чтобы на стадии, то есть до ратификации Джорку-Кенешем соглашения по Кемпирабаду, как-то эти вещи пресечь на стадии именно обсуждения. Поэтому, ну, опять-таки, конечно, не исключая того факта, что среди одного-двух членов этого комитета имелись какие-то более глубокие корыстные цели, но большинство, я уверен, они именно преследовали такую благородную цель — отстоять Кемпирабад, или, по крайней мере, эту тему как-то приостановить, чтобы общественность как-то вникла во все эти процессы, и люди уже понимали, что происходит. Так, а власть как-то восприняла эти вещи как угрозу своего свержения. Но опять-таки все это в штыки воспринялось. Я считаю, что те, кто был инициатором такого массовых арестов, они на самом деле оказали медвежью услугу нашей действующей власти и, наоборот, эскалировали эту ситуацию, акцентировали уже внимание всех граждан Кыргызстана на этой проблеме. Сейчас уже как бы любое их действие воспринимается как преследование своих оппонентов. Ну вот смотрите, сейчас власть уже встала на этот путь задерживания всех подряд. И как бы у нас такой стиль политического руководства страной называется «до конца». То есть я не удивлюсь, если аресты продолжатся завтра или ночью, и что будут арестованы к концу недели 40 человек или 50 человек.
То есть, Вполне возможно. да, то есть то, что мы видим, уже похоже на какую-то истеричную реакцию, и власти будут идти до конца. А что власти могли бы сделать правильно, да, вот сегодня, да, сейчас, на текущий момент, чтобы, как-то выровнять эту ситуацию, как-то привести ее в нормальное, адекватное состояние, текущую ситуацию? Ну, сейчас, знаете, сейчас еще такой момент, когда можно отыграть назад, то есть еще это соглашение не ратифицировано Джон Кенишем, и власть, она может как-то процесс ратификации отложить на время, соответственно, как бы обсудить этот вопрос с общественностью. То есть ошибка изначально была в том, что люди, там те же самые жители Узгена, близлежащих каких-то районов, они не были поставлены в известность, и мнение многих спросили. И просто людей поставили перед фактом. И плюс, конечно, плюсов уже практически не осталось в этой ситуации, но единственный плюс, который остался, это то, что еще есть шанс отыграть назад, и есть шанс это все. Действительно, вот как у кыргызов говорят, кеңешкен кескен бармак урывает, да, то есть если ты посоветовался с другими людьми и отрезал палец, то этот палец не болит. То есть мы понимаем, что как бы приграничные вопросы — это такие очень, на самом деле, щепетильные вопросы, и там в каких-то вещах нужно идти на уступки. То есть бывает так, что там мы все спорные земли себе забрали, и как бы на этом, тем более Узбекистан — это не такая страна, не такая слабая страна, чтобы с такими вопросами с позиции силы решать. Но, тем не менее, надо, вот, тем более земля, как мы знаем, это такое святое для всех кыргызстанцев, и наша власть должна понимать, что это именно тот случай, когда необходимо широкие общественные слушания, обсуждения этих вещей. А ставить людей... В принципе, я не исключаю того факта, что, может быть, действительно, в этом соглашении есть какие-то плюсы для Казахстана. Но просто проблема в том, что людей поставили перед фактом, и у нас складывается ощущение, что в очередной раз приграничные вопросы решились не в пользу Казахстана. Но при этом я еще раз говорю, что вот такие репрессивные меры, они никогда не приводили к положительным результатам. И я думаю, 30-летняя история независимого Кыргызстана говорит сама за себя. И меня просто удивляет тот факт, что наша власть продолжает как сказать, в общении с людьми, с народом использовать эти методы. Тем более, я еще раз говорю, сейчас не та ситуация, что была, скажем, при Акаеве, при Бакиеве. Сейчас народ стал еще более свободолюбивый, еще более тот же самый интернет принес свои коррективы, да, то есть народ уже не обманешь. И вот такие массовые репрессии, они плохие, хорошие для власти не закончатся. Поэтому им необходимо понять, что эти методы репрессивные, они уже не работают, тем более в наше время, тем более в Казахстане. Поэтому у власти еще пока есть шанс все как бы вернуть такое в правовое русло, в мирное русло. А обострение этой ситуации, оно в дальнейшей, долгосрочной перспективе не обязательно, знаете, это не обязательно сейчас может сорваться. Но это опять-таки как бы семя было посеяно, такое раздора, да, и оно может дать всходы там через полгода, через год, может даже через 2. Но сам факт того, что власть стала использовать такие меры, это уже говорит о том, что действительно какая-то истерика присутствует. Они считают, что здесь даже члены этого комитета преследуют цель не защитить Кипробат, а свергнуть. Я считаю, что в этом плане не ошибаются. Сами, можно сказать, как бы, обострили. да, такой клуб заговорщиков. Сейчас их так Да. выставляют. Это на самом деле, вы правильно сказали, это истеричная реакция на вообще какие-то гражданские инициативы. И эта реакция, на самом деле, может чем закончиться никто. Вот сейчас, пока шел эфир, агентство 24KG, я читаю, опубликовало обращение Верховного комиссара ООН по правам человека. Я все ждал и хотел как раз обсудить вопрос того, как международное сообщество будет реагировать на вот эту ситуацию, и что однозначно должна быть какая-то реакция, и вот эта реакция появилась. Я сейчас прям зачитаю какие-то фрагменты. То есть в заявлении Верховного комиссара ООН, во-первых, звучит призыв к власти в полной мере обеспечить предоставление гарантий надлежащей правовой процедуры и справедливого судебного разбирательства.
Мы напоминаем властям, что эти лица считаются невиновными и что предварительное заключение должно быть исключением и применяться только в разумных, необходимых и предусмотренных законом случаях в соответствии с международными нормами и стандартами в области прав человека. И далее следующий месседж этого обращения – это то, о чем вы говорили как раз. Мы призываем власти обеспечить значимый обмен информацией и участие широкого круга заинтересованных сторон в разработке политики. Необходимо соблюдать права людей на свободу выражения мнений, доступ к информации, их участие в общественной жизни. Что касается Кемпирабадского водохранилища, необходимо провести эффективные консультации с местным населением, подчеркнула Верховный комиссар ООН Лиз Троссел. Ну вот Вот видите, вкратце это обращение ООН. вот получается, вот, пожалуйста, яркий пример, что подобными действиями наша власть привлекла еще и международные организации к этой проблеме. То есть теперь даже тот же самый ООН, там, какие-то другие демократические страны, они будут под микроскопом рассматривать все эти процессы, которые происходят в Кыргызстане. А учитывая, что там действительно работают законы, то у них претензии к тем людям, которых арестовали, они уже должны были рассыпаться на стадии предъявления претензий, потому что там очень много было именно каких-то процедурных нарушений. То есть неправильно арестовали, неправильно там предъявили обвинения, делали это все как-то То есть это, скажем, в любой нормальной стране развитой, демократической, где вот работают законы, там это все развалилось бы уже на стадии вот именно предъявления обвинений, в стадии, там все были процедурные нормы нарушены. И уже получается вот этими арестами власть привлекла внимание международных организаций, и теперь любая какая-то, даже с точки зрения демократических стран, любая процедурная ошибка, она будет восприниматься в штыки и будет восприниматься как давление на нашу оппозицию. Хотя с точки зрения нашей власти эти процедурные ошибки – это пустяки. Но там будут именно придираться уже с точки зрения их понимания законов, их понимания предъявления обвинений всех. Но на самом деле, знаете, мне кажется, скажем, все-таки, как-то не печально звучало бы, плюс от этих арестов какой есть скажем, для нашего населения. Да? На это внимание, на эту ситуацию обратил внимание уже ООН. Соответственно, уже тот же Шавкат Мирзиёев, он тоже, получается, попадает именно в категорию тех людей, которые будут, действия которых будут уже отслеживать. Соответственно, любые какие-то неправильные шаги с его стороны тоже будут восприниматься как сговор там, с нашей властью, там, ну, и так далее. То есть, как бы, вполне возможно, что вот эти аресты, они приведут именно к тому, что даже сам Шавкат Мирзиёев уже задумается, стоит так сильно напирать в этом вопросе, может сильно отложить, а потом уже все цивилизованно с народом решить, обсудить со всеми заинтересованными лицами. На самом деле я вот это мнение слушал несколько раз, и вот сегодня, кстати, Алмазбек Атамбаев тоже сделал свое обращение, и он там говорит о том, что Шавкат Мирзиёев мудрый человек. И я слышал несколько раз, что Шавкат Мирзиёев, вероятнее всего, скорее всего, сейчас уже сам не рад, да, что сложилась такая ситуация вокруг Кемпирабадского водохранилища, и что он сейчас поневоле, да, выступает тоже соучастником вот этого всего странного процесса в Кыргызстане. Учитывая тот факт, что он очень печется о своей репутации, действительно, он пытается наладить отношения именно с Европой, там, с какими-то международными организациями, именно он пошел по пути демократизации, для него его репутация имеет значение, и вполне возможно, что он начнет уже как-то там от этих вещей отстраняться и призывать не так сильно продвигать этот вопрос. Сегодня наши власти подлили масло в этот огонечек взаимоотношений с международными организациями тем, что внезапно, я не знаю, это связано или не связано, но внезапно решили заблокировать работу сайта Затык, радио Затык в Кыргызстане. Ну, на самом деле, вот знаете, связано... честно говоря, столько несуразных действий, которые на самом деле не приносят никакой пользы абсолютной власти. Там, вот тот же самый сайт Азатык, на него никто не заходит. Это там какие-то единицы, которые там
действительно, может, эксперты, Причем, что какие-то парадоксально, журналисты. вот это видео, да, из-за которого весь сырбор разгорелся, оно вообще опубликовано на YouTube-канале, не на сайте. Да, в том-то и дело. Что сейчас вот основные пользователи контента – это YouTube, соцсети. Про сайт уже вообще никто не вспоминает. Сайт – это такая вещь какая-то, вот, действительно, вот это, скажем, может быть, какие-то узко квалифицированные специалисты пользуются этими источниками сайта. А то, что они заблокировали сайт, это опять-таки принесло им больше вреда, чем пользы. Это говорит о том, что они настроены бороться с свободой слова. Но мы должны понимать, что даже если они, скажем, YouTube-канал они 100% не заблокируют. Даже если они начнут там блокировать доступ к информации, там, по примеру России, то всегда будет VPN. Всегда наши люди найдут выход. То есть все эти меры, на самом деле, это как пытаться потушить там пламя бензином. Да? То есть никакой пользы не приносит, но вся вот эта суета, возня, она наоборот, получается, лишний раз убеждает людей в том, что они идут по пути диктатуры, да? И борьбы Вот у с меня собственностью. в этой связи такой вопрос. У нас очень многие как бы сторонники власти ругают НПОшников, там, грантоедов и так далее. Но это такое, раз даже не то, что сторонники власти, а эти фабрики троллей провластные. У них постоянный аргумент, вот это НПОшники, там, провокаторы, Бузукулар, гей-лер и так далее, да, то есть вот эти ярлыки вешают. Но при этом забывают о том, что самый главный грантоед в Кыргызстане – это государство, который получает огромные деньги на поддержку бюджета, на реализацию каких-то там инфраструктурных проектов, в том числе в регионах, там в селах каких-то отдаленных. За счет грантов очень многое делается. И насколько велик риск того, что эта грантовая помощь сократится, что мы попадем под санкции или вообще закончится? Ну вот вследствие таких шагов и поступков власти. Вполне возможно, к этому все и приведет, потому что, я думаю, до поры до времени, как бы, ну, как бы международные организации, там, западные какие-то страны, они терпели все эти вещи, как бы, надеясь на то, что все это прекратится. Но если это из раза в раз будет повторяться, то вполне возможно, что эта помощь прекратится, и будет это вполне обосновано, потому что то есть власть, она открыто называет геями, там, кем угодно, да, там, то есть поливает грязью те самые страны, которые предоставляют то есть материальную помощь, всякие страны и так далее. И как бы какой смысл помогать стране, которая оскорбляет эти страны? И то есть, когда касается дела их, то значит эта помощь не имеет ничего плохого, да, то есть в этом нет ничего плохого. Но когда эту помощь получает не государство, не власть, то значит это все, это значит какие-то продажи, там, шпионы, там, геи, там, кто угодно, да, там, инопланетяне, там, то есть надо как бы определиться, ребят, либо вы берете помощь и даете возможность получать эту помощь там, тем же самым гражданам, да, Кыргызстана. Потому что эти же самые НПО-организации, там очень много наших людей работает, получают достойную заработную плату. Эти люди привлекают огромные финансы в нашу страну, да, какие-то осуществляется там поддержка населения, развитие бизнеса в регионах. То есть на самом деле малопросвещенные люди, они почему-то считают, что гранты это вот только используют для организации митингов и так далее. Хотя именно как раз для организации митингов никаких грантов не используются. Все эти митинги, вот я как организатор многочисленных митингов, да, в свое время, я могу стопроцентной уверенностью сказать, что ни от кого мы никогда помощи не получали, это была чисто наша инициатива гражданская, мы сами скидывались, и на это много денег не уходило. А основные гранты, они уходят, как правило, именно в регионы, да, куда-то в село. То есть это те вещи, благодаря которым наши вот граждане, которые даже не подозревают, они могут не подозревать, что это что-то там, какие-то инфраструктурные проекты, что это все было сделано на грантах. Да? И, как правило, такие посты, мне кажется, пишут тролли, фабрика вот этих троллей. Ну, естественно, конечно, глядя на эти комментарии, какая-то
темная часть населения, необразованная, она тоже как бы на это реагирует, и почему-то считает, что все проблемы в стране там каких-то грантодателей, да, но хотя никакой пользы, 99,9% это от помощи международных организаций только польза. И опять-таки, вы правильно сказали, первый грант это государство. Почему же, значит, государству получать гранты можно, а людям эти гранты получать нельзя? В то время как, ладно, если государство готово взять на себя все эти расходы, которые благодаря международным организациям осуществляются в Кыргызстане, то другой разговор, пожалуйста. Государство, если хотите там организовать независимые СМИ, пожалуйста, платите те же самые деньги, да не просите у кого-то из-за рубежа, или там хотите помочь какой-то организовать бизнес в регионах, пожалуйста, все это из своих карманов. Но вы же этого не делаете сами первые грантоеды. Без этих грантов вы первые же загнетесь. То есть как бы вы определитесь, гранты, если это зло, то перестаньте брать эти самые гранты. В первую очередь, потому что именно 90% грантов уходит именно государству, чиновникам. Они есть грантоеды, правильно? Спасибо большое, Урмат. У нас время подходит к концу, надо завершать эту программу. Ну и подытоживая, подведу итоги программы вашими же словами о том, что и ваши мысли, о том, что у власти есть возможность отмотать эту ситуацию назад, отыграть и начать нормальный, разумный диалог, то, к чему призывает вот и Верховный комиссар, начать нормальный диалог с местным населением по поводу Кемпирабада, потому что вот эти все действия, они ни к чему хорошему не приведут ни для народа Кыргызстана, ни для Кыргызстана, ни для Узбекистана, ни для Шавката Мирзиёева, ни для нашего гражданского общества, ни в конечном итоге для наших же властей, которые пытаются там сохранить свои кресла. Поэтому лучший самый выход – это остановиться и отдышаться, да, вдохнуть, выдохнуть и начать нормальный, грамотный, цивилизованный диалог. Спасибо большое за этот эфир, Урмат. Вам спасибо. Всего доброго. Дмитрий. До свидания.